Второй, кстати говоря, их вообще не различал. Говорит, это там это, мои киргизы. Всех, кстати, назвал киргизами. Очень древний этноним. Очень древний. Очень похожа киргизская казахская культура. Ну, да не обидитесь на меня казахи и киргизы, Ну, правда, они же, похожи, я думаю, похожи, очень. конечно, похожи юрт, похожи названия. Ну, как все похожи народы, так они бывают друг над другом прикалываются. Разумеется. Конечно, там и... Вот одни говорят, купол юрты называется шенарак по-казахски, ченарак по-киргизски. Чувствуете разницу? Это катастрофа. Это Причем- же пончиковое и пышечное. Да, именно. Да. Именно. Ну, потом они воевали, киргизы Булка набили, и ходили на батон, казахов, да. казаки на киргизов, и женщин похищали, табуны уводили. Потому что главная фигура — батыр. Батыр по-киргизски богатырь, батыр. Занимались тем, что воровали лошадей. И это подвиги. Сейчас во многих аилах, кстати, памятники батыра, ну, разбойникам по-нашему. Они угоняли лошадей, похищали красавиц. И вот мой герой, которому я книгу написал, Джанек Батыр, очень был злобный богатырь, настоящий бандит. И даже с русским бывал, никого не пускал. Такой национальный герой. Чудесная история. Женщина похищала одну девушку, привез издалека похищенную. И месяц она провела позади него на седле и натерла одно место себе по полу. Так вот, старшая жена ее дразнила. Звала ее Джоркот Катун, жена потертая задница. Но потом они помирились. А что это делать? История многоженства, как они все жили. Все это... Причем, смотрите, я пишу сказки. Да, записываю сказки. Но этот человек, он жил 150 лет назад. Он умер в конце 19 века. Так. Мне показывали личные вещи, да, вот, которыми он пользовался. И живы потомки от всех трех его жен, улицы в честь него названы в Аиле. Он реально человек, но про него такие легенды сочиняют. Каких-то гигантских волков-людоедов, какие-то его подвиги немыслимые. То есть это реально сказки. Я их Слушай, детям рассказываю, это реальные сказки. Вот что интересно, а вот это история таких людей и о таких людях, и такие люди в принципе, то есть можно считать, что это все закончилось, да? То есть сейчас же нету таких про это, героев-разбойников, да. да? Ну, щас о ком сейчас современные- сочинять сказки? Ну вот смотрите, сейчас расскажу такой пример. Я работал в Киргизии, и мы должны были портрет Джанека восстановить. Не было, потому что другие батыры позволяли себе рисовать. Там же были путешественники. Чукан Валиханов, например, гениальный казахский путешественник, русский разведчик в то же время. Проходили Пржевальский, Семен Тяньшанский. Но они рисовали, все были художниками. Это русское графическое общество, блестящие образованные люди. Джанек сначала стрелял, потом спрашивал, кто идет. Его не нарисовали. А теперь потомки думают, у всех есть портреты, а у нашего нет портрета. Я говорю, ну давайте я вас сфотографирую, всех потомков, и мы создадим портрет. Ну, сфотографированные все старики садились, от 3 жен, потомки. Ну ладно. Я замотался, в Москве снова приезжаю, где портрет, Костик? Я говорю, ребята, все хорошо, сделаем прямо при вас. А со мной поехала моя тетя, известный художник, Наташа Валдаева. И говорю, тетя, спасай. Киргизы не простят. Да, ты ж И слово говорит, дал. нарисуй. И вот она на них посмотрела, они садились, и она нарисовала. На мольбертике такой этакий сельский учитель или пастух То есть получился. фоторобот, грубо Да, говоря. да, совместить портреты. Один приходит смотреть, старик говорит, да, Наташа, Джем, хороший Джанек, только вот нос не как у меня. Ладно, тетя перерисовала, другой приходит, говорит, Наташа, хороший Джанек, только вот губы не как в нашей семье. В общем, когда пришел 10-й, сказал, что не те уши и прочее, она все это бросила, говорит, Костик, это и вот самый мы рисуем этого человека, потому что не угодим. Но в итоге у меня, к счастью, была с собой открыточка монгольская, где Чингисхан был изображен. Я говорю, тетя Наташа, может, поможет? Она говорит, так, добавила шлем, доспехи, черты такие. Конечно. Пришли старики, слезы утер, говорит, вылитый Джанек Батыр, ты как живой. Ну ладно. Конечно. На следующий день приезжает ко мне Класс. глава Аила Кмету, глава района. Говорит, ой, говорит, Костик, выручай. Портрет. Выручай, президент по трассе поедет, надо сделать баннеры такие, чтобы встретить. Наш герой Джанек. Я говорю, когда сделать надо? Говорит, завтра, дорогой. Я говорю, как завтра? Говорит, ой, все сделаем для тебя. Ну ладно, ночью я сидел там в юрте, в фотошопе, лепил эти плакаты и сделал. Ну и уехал в Москву. Сделал. Через 3 месяца возвращаюсь, снова в экспедицию. По трассе еду, портреты. Джанек Батыр, защитник родной земли. Ну, я думаю, молодцы, уж, значит, президент поехал. Повесили, украсили трассу, Бишкек-Каракол. Ладно, и вот я иду по Аилу, а моя юрта была на берегу, где я жил. Иду, осень, красиво, тополя облетают. И тут старик один окликает меня, говорит, о, Костя, ассалам алейкум, приехал, заходи чай попить. Ну, нельзя отказать старику, захожу. Он чайку налил, говорит, ну что, говорит, по трассе ехал? Я говорю, ехал. Портрет Джанека видел? Я говорю, видел, говорит. А историю знаешь, как портрет создавали? Я говорю, чего? Я говорю, мне стало интересно, как? Говорит, ну, расскажу тебе, и начинаю. Вот помнишь, говорит, нас фотографировали? Говорю, конечно, помню. Говорит, вот так в Москве, говорят, целый институт генетиков собрали, они все это исследовали, совместили и создали, вот как живой теперь висит.
Я говорю, круто. Ну, чай попили, иду дальше. Прошел квартал, другой старик окрикает, говорит, говорит, Костик, заходи, говорит, чай попьем. Ну, и опять же, Ехал? ехал. Портрет видел? Видел. Я говорю, историю знаешь? Я говорю, ну, про генетиков. Говорит, это тебе старый Абиков рассказал? Ты кого слушал? Какие генетиков? Все старик сочинил, старый уже. Другая история. Вот помнишь, фотографии ты делал? В Москве, говорят, русские целую программу написали компьютерную, ввели, значит, в компьютер фотки, совместили, и Джанек как живой. Ну, круто. Ребят, если бы я так еще заходил к кому-то, я бы набрал еще 10 историй. 3 месяца прошло. Все это при них Очаровательная проходило, они какая-то сочинили вот- легенды красивые, которые Легенды. поднимают Да, статус. да. Вот Это народ сказителей. Вот тебе, пожалуйста, про современное. Да. Компьютеры, Да, генетики. да. А такая наивность, вот такая какая-то... Что Это не А то, что потом- наивность, вот, знаешь- это легенда. Ну просто, когда приехал, человек нарисовал, ну да, Ну, подпись как бы. открыт. А им надо, вот да, вот когда они вот душа в Москве, да, в Конечно. Москве создали программу, институт работал. Натаха, это Это закон поднимает жанра. статус их богатыря. Ну, да, Конечно, да, это да, закон жанра. Нельзя рассказать историю так, как она была. Обязательно нужно что-то приврать и приукрасить в хорошем смысле этого слова. Ну, Более конечно. того, я уверен, что через полгода, если ты там не появишься там какое-то время, будут Ну, рассказывать, вот что будут, вот да. из Москвы приезжал Один Тоже фотография. был случай. великий ученый, 2,5 метра роста. Сам Батыр коня Да. на плечах носил. И еще. Как-то и приезжаем со стариком Монаком в глухой горный аил. Я уже киргизский немножко стал понимать. Там все такие в лицом маджахедов стариканы. И на меня не глядя, там с Монаком разговаривают, там, ассаляму алейкум, алейкум ассалям. Что с тобой делает русский? И я так, у меня сердце опускается, ой-ой, сейчас убивать. Дальше я говорю, мирный народ. И монах возмутился и говорит, белобородые, аксакалы, как вам не стыдно? Неужели вы забыли Семена Тиньшанского, Пржевальского, которые так много написали про вашу историю, сохранили нашу культуру? Костя Куксиных потомок. Он приехал писать про нашу историю, а вы так его встречаете. Говорит, Костик, покажи удостоверение. У меня удостоверение РГО, Русское географическое общество. Ага. Они смотрят и говорят, потомок Пржевальского. Вот А. так вот я вошел в историю как потомок Пржевальского. Да. Помнишь, я показывал тебе, как кусается лошадь Пржевальского? Помнишь, Шорох? Ну да. Вот. Про еду. Да, Значит, вот вот- про еду Опять очень. про еду. Ну, Не, правда, не, но не, это а дико мы не интересно. успели. Ты рассказал, что варят зубра, Какого зубра? Яка. яка. Варят в огромных котлах. Причем это Да. впечатляет. Если вот большой праздник, жаровни делаются из гусениц тракторов. Полукругом ставится. Огромный котел, как 2 наших стола вот здесь в студии. И варят долго, торжественно. Вообще это процесс. В Средней Азии всегда готовка еды процесс. Начинается с утра, и постепенно все собираются. Улицы превращаются в поселке в столы. Ковры кладутся. Вот такой коврик, если сворачивается, алтыкат называется. В переводе 6 задниц. Помещается в ряд на этот коврик. Раскатывают чердаки, все засыпают сладостями. Эти бурсаки, кусочки теста обжаренного жиру. Соленый сыр курт. Знаете, такие у нас продаются Да, уже да, сейчас. да. Все, люди сидят, разговаривают, поэтому мясо готовится, потом старики распределяют мясо, кому какой кусочек. Что молодой девушке, что старухе, кому какой стол, это статус. Это очень важно, все следят. Раньше, если в не той очередности, либо не тот кусок давали кому-то, смертельно обида, люди уходили, начали воевать, и закон кровной мести вспал дело. Ужас! Сейчас обида тоже будет, если не пройдет. Поэтому старик распределяет. И потом кушают, праздник длится до ночи. А гарниры? Обалдеть. Гарниры, рис. Ну вот варят, блюда да. какие-то, вот типа плова. Вот именно или- блюда, да. Лепешки. Ну, плов на юге делают. Там, где киргизы живут вместе с узбеками, где вечно эти проблемы возникают, киргизско-узбекские. Плов делают. Делают шурпу. Ой, Да. это очень вкусно. Суп очень вкусный. Там можно и картошечки, и макарошки накрошить, будет очень вкусный. Много будет, вообще вкусно питаются. Вкусно, в Средней Азии вкусно. А вино? Фруктов У них много. есть? Вино как-то не очень много. Вино сами не делают. И вот водку пьют мужчины. Женщины почти не пьют вообще. Я не встречал. На праздники. Да, то есть так вот пьяных вы не увидите. На праздник выпить непременно. Мгм. Вот так вот. А курят? Ну, это как везде. Кто-то курит, кто-то не курит. Ну, Гашиш не курит. Иногда кто-то жует на свай, да? Ну, А что, Иногда? трубки или что-то? ну, смотри, не путай с Узбекистаном, там этого больше. Да? И все-таки, смотрите, я четко разделяю Южный Кыргызстан и Северный. Я больше работал в Северном, в Хтиноге тоже бывал. Другие традиции. Другой. Они, правда, больше на казахов похожи, да, на северные киргизы. И это кланы. Там можно всю жизнь работать антропологом. Вот исследовал один клан, потом другой, третий и так далее. Вот тебя Калмыкия спрашивает, расскажите, пожалуйста, о киргизских калмыках. О! Отличный вопрос. Смотрите, главный враг у киргизов это джунгары.
Джунгары, по сути, калмыки, которые шли из Джунгарии и стали нашими калмыками. В 17 веке они там проходили через Киргизию и через Казахстан. Причем калмыки же создали величайшее государство. Джунгарию не Китай разгромили, по сути, но потом проиграли войну. Китайцы их стали уничтожать, и был великий исход на запад до Волги, где они сейчас живут. Для народов Средней Азии поход разбитого войска калмыков стал катастрофой. Помните фильм этот, как его называется, «Кочевник»? Где не казахи играют казахов. Я не помню. Да, а латиноамериканцы. Ну ладно. Известный в это время фильм был. Вот для казахов это катастрофа. Калмыки прошли. До сих пор для киргизов, говорит, вот здесь были калмыки, мы с калмыками воевали, вот табун у них угнали. Они просто мимо проходили на самом деле. И часть живет, калмыков живет там. И больше все-таки в Китае, среди китайских казахов остались. Это джунгары. Еще и китайские казахи. И калмыки, они уже в то время были буддистами. Они на камнях оставляли буддийские письмена. Ом мани падме хум, выбиты на камнях. Эти камни находил, видел, это было удивительно. Что И следы. такое Ом мани падме хум? Ом мани падме хум — это мантра Авалокитешвары. Главная, самая известная буддийская мантра. Знаете, в мусульманской стране огромный булыжник и буддийские письмена. Это калмыки, либо джунгары, правильно их называют, которые А проходили. вот, извиняюсь, про Колым тут многих